Жизни без, а порой и вне всемирной сети многие уже не представляют. Онлайн мы заказываем еду, записываемся к врачу, учимся и даже работаем. Всемирная паутина опутала почти каждого. Причем количество пользователей социальных сетей с каждым годом увеличивается. Компьютеры, планшеты, смартфоны. Доступ в глобальную сеть сегодня обеспечивают почти все гаджеты. Узнать о полезных вещах, найти интересную книгу или фильм – все это можно сделать за несколько секунд. Интернет дает много возможностей, обучает, расслабляет, отвлекает от повседневной суеты. Перечислять достоинства интернета, который изменил мир кардинально, можно бесконечно. Однако, кроме положительных моментов, появились и отрицательные. Ты видишь больше вреда или больше преимуществ? Конечно, преимущества есть всегда, потому что можно узнать что-то полезное. Я сама часто читаю что-то полезное. Суррогатный мир, так иными словами называют виртуальную реальность психологи. С появлением интернета появилось множество социальных площадок для общения, таких как Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, ВКонтакте и другие. И наверняка многие из вас слышали такие слова от родителей, друзей или просто знакомых. Ты слишком много времени проводишь в интернете, оставь телефон. Или же сами порой корили себя за потраченное время. Скажи, пожалуйста, сколько примерно времени, часов ты проводишь в интернете? Ну, вообще это от свободного времени зависит. Ну, плюс-минус часов 5 могу и более. Часов 5, да? А вот, допустим, дома никто не спрашивает или не ругаются ли родители, что ты так много сидишь в интернете? Не ругаются, если, знаете, у меня дело есть, а я не занимаюсь делами, я сижу над родителям, да, ругаются. Но вообще интернет отвлекает? Да, конечно. Если есть дела, написали сообщение, допустим, да, я сразу отвлекаюсь и забываю обо всем. Да. Сколько времени примерно проводите? Час. Очень много. Ну, Где-то несколько минут. Я часик. Иногда бью рекорды по 4, по 6 часов. А больше всего где сидите примерно? ТикТок. ТикТок. Инстаграм. Инстаграм. Иногда можно в программе узнать полезное, если ты это забьешь, если ты этим интересуешься. Иногда бывает то, что я и сама забью. Какой самый большой океан, и некоторые еще вопросы, которые меня интересуют. Ну, как вы считаете, больше пользы или вреда в интернете? Ну, вреда. Вреда, конечно. Пользу. Ну, смотря что ты смотришь, Да. мне кажется. Вы спорите, вы одноклассники? Да. Ну, как сказать, да вообще так особо я не люблю в интернете сидеть. Так, если написать кому-то, что-то сказать с друзьями, а так нет. А в основном где сидишь? В Инстаграме. Давно пользуешься социальными сетями? Ну, можно как года 3-4, наверное, ну, почти с детства, если так говорить. Жизнь свою без интернета представляешь на сегодняшний день? Да, с друзьями, где-то отдыхать на природе, как-то так. Кстати, среди представителей старшего поколения есть немало людей, которые осваивают интернет-пространство, но все же их меньше. Я смотрю телевизор. Если нужно что-то узнать, спрашиваю у внучки, говорит жительница Сухума Земфира Манукян. Пользуетесь всемирной паутиной? Честно сказать, моя девочка, у меня возраст как-то не позволяет. Я ничего не разбираюсь, не понимаю. У меня 72 года уже. Ну а так я больше ничего не могу сказать интернета. Я не разбираюсь. Но не пытались, да? Честно сказать, нет. Не пробовали, не интересно, да? Что если когда что-нибудь мне внучка мне объясняет, говорит, бабушка, вот так, вот так. Мама двоих детей Виктория Гоги уверена, что вреда от пользования интернетом нет, если только извлекать пользу и правильно рассчитывать свое время. Дети тоже у меня, в принципе, особо от интернета независимы. Любят, да, развивающиеся мультики, но в плане там телефона, планшета. Как вы считаете, больше пользы или вреда? Ну, знаете, во всем есть и польза, и вред. То есть две стороны медали никто не отменял. Поэтому без интернета жизни нет, если из нее извлекать пользу. Да? У многих там бизнес построен, учеба на интернете, это упрощает жизнь. Но и в то же время очень много ненужной информации, которая забирает наше драгоценное время и засоряет мозги подрастающего поколения, если так можно сказать. Дети смотрят на родителей. Если родитель все время с телефоном в руке, а мы действительно большую часть времени с телефоном в руке, то ребенок автоматически будет повторять за родителями и пытаться делать то же самое, потому что мы у него забираем что-то, чем пользуемся сами.
естественно, это будет вызывать истерики. Это во-первых. Во-вторых, когда ты что-то забираешь у ребенка, ты что-то должен ему давать взамен. То есть забрать у него телефон и сказать «займись полезным делом» – это не выход. Значит, нужно придумать совместное, желательно, какое-то интересное времяпрепровождение. Но это если уже говорить о том, когда проблема уже возникла. Для того, чтобы проблема не возникла, какие профилактические меры? В первую очередь, до 2 лет специалисты рекомендуют категорически ограничить просмотр именно интернета в виде телефонов, там, планшетов и так далее. То есть если это какие-то мультфильмы или что-то такое, то это 15-20 минут, 2 раза по 15 минут в день, допустим. Это должно быть на телевизоре, чтобы у ребенка не было ассоциации с телефоном. Это до 2 лет. По словам специалистов, в более старшем возрасте тоже очень важно контролировать, сколько времени ребенок проводит в интернете, так как на его просторах немало негатива. Например, в мире появилось такое понятие, как кибербуллинг – намеренное запугивание или травля человека с помощью цифровых технологий. В некоторых случаях злоумышленник действует анонимно и скрывает информацию о себе, чтобы избежать последующего наказания. Интернет – это замечательная вещь для поиска информации и общения, но нужно понимать, что виртуальный мир – это мир, в котором действуют свои законы, и любая информация, которая попадает в интернет, остается там навсегда, говорит психиатр Гванса Мачеваряни. Для того, чтобы защитить своего ребенка от негативной информации, от всяких людей с непорядочными мыслями, поступками и так далее, нужно в первую очередь очень внимательно следить и мониторить, какую информацию ребенок находит в интернете, с кем он общается и каким образом это он делает. Важно понимать, что интернетом могут пользоваться взрослые, и там есть свои правила поведения, чтобы не стать жертвой, собственно говоря, вот кибербуллинга. Потому что у меня был случай суицида, который произошел в Абхазии. После издевательств над девушкой в интернете вот была совершена попытка суицида. И это, между прочим, не единичный случай. Гванса Мачеваряни добавила, что большая проблема 21 века – дети с задержкой развития речи. Согласно исследованиям, одна из основных причин – увлечение гаджетами в раннем возрасте. Они смотрят мультфильмы, на экран смотрят, и вроде там разговорная речь, да, там общаются киногерои между собой, но тем не менее детки не формируют речь. То есть для того, чтобы научиться говорить, им нужно смотреть на человека, на губы, на речевой аппарат, и тогда они понимают, вот как происходит эта артикуляция, пытаются говорить. В современном мире появилось еще одно понятие, которое называется интернет-серфинг. Наверняка многие из вас ловили себя на мысли, что уже несколько часов провели в интернете без поиска информации, без цели. Во-первых, для этого есть хорошее приложение, которое, опять же, приложение, но тем не менее они есть, которые ограничивают время, которое мы проводим в телефоне в определенных приложениях. Это раз. Во-вторых, нужно проанализировать, что мы там делаем. Чаще всего взрослые люди – это способ отдохнуть. Но это не есть здоровый способ отдохнуть, потому что мозг все равно находится в состоянии обработки информации, и человек в итоге не отдыхает, он в итоге все равно устает и истощается. Подводя итоги, можно сказать, что необходимо контролировать ситуацию, ограничивать времяпровождение в интернете. У всемирной паутины очень много плюсов. Главное не запутаться в ней или не зависнуть в сети навсегда. Гугуца Вардания, Сергей Каджая, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.